Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Хранители рода. Какое сообщение отправляют вам прямо сейчас? Что хотят сказать? На что хотят открыть вам глаза? Какой ответ вам хотят сказать? Подсказать? Загадайте, пожалуйста, на себя и послушайте, что говорят хранители рода. Случайности не случайны. Если вам попалось это видео, это предсказание, этот сеанс, значит, здесь будет информация лично для вас. Ну что, давайте смотреть. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ого, а что это у вас тут сломалось? Так, мои хорошие, кому сейчас обидно и противно, у кого что-то испортилось, сломалось, либо какая-то большая неудача свалилась вам буквально на голову. Вы не знаете, что думать, вам так плохо, вы в себя прийти не можете. Вот ни с того ни с сего, да, все так плохо обернулось, либо ни с того ни с сего, вот прям дела настолько сильно ухудшились, что по всем фронтам, по всем позициям, по всем сферам жизни как будто бы все схлопывается, сужается, как будто бы, ну вот как в клетке вы сидите, плохо, вам плохо, у кого-то прям такой упадок сил, руки опустились. Вы уже ни во что и ни в кого не верите. Какое-то такое разочарование. И думаете, да как так, да? Ну за что, ну почему? Вот какая-то неприятность большая. Либо, в принципе, да, последние дни, может быть, недели даже, у вас прям резко в жизни все плохо стало. Вот у кого так случилось, вам тут буквально ответ пришел. Почему? Объяснение, почему? Во-первых, показано, что вы человечек, который меньше думает о себе, больше думает о других. Но это не причина. Причина в том, что вы как будто бы свою удачу своими собственными руками кому-то отдали. Ну, либо раздали разным людям. Вы мне скажите, вы что, представитель какой-то благотворительной организации? Либо вы как палочка-выручалочка для всех. Нет, ничего плохого не имею. Я просто хочу понять. Вот духи рода, хранители рода говорят, что вы человек с защитой рода, с тройной защитой вообще. Защита рода, своя собственная защита и защита от высших сил. Но вы, несмотря на такую силу, на такую мощь, ухитрились своими руками всю свою удачу как будто бы людям раздать. Либо это какие-то разные люди, либо какому-то одному человеку вы просто вот все свое лучшее взяли и отдали. А теперь, конечно, мир схлопнулся, такие неприятности у вас в жизни, так все вот прям ухудшилось. Как будто бы свет выключили, да, и вы вот в ночь, да, в самую темную ночь, и вы в нее попали. Не раздавайте. Не раздавайте, мои хорошие, я вас прошу. Делиться, да, надо, но только когда у вас есть излишки. Но свое от себя отрывать, отдавать, даже если просят, даже если слезно просят, даже если это ваши какие-то там хорошие знакомые, нельзя этого делать. Вы понимаете, что вы своими руками свою удачу раздали. И, конечно же, темные силы этим воспользовались. И вот отсюда у вашей неудачи ноги растут, потому что вы своими руками раздали. Знаете, даже вот мысленно можно раздавать. Не обязательно кому-то что-то конкретное в руки давать. Вы можете какого-то человека пожалеть, прям, да, вот прям сказать: о, какой несчастный, какая несчастная. И отдать свое самое лучшее. Вот вам и объяснение. Ваша удача к вам вернется, она восстановится, но на это уйдет время. В зависимости от того, сколько вы отдали, вот столько и времени уйдет.
Так что не переживайте, это не порча, это не проклятие, это не какие-то там козни судьбы. Нет, вы просто своими руками вот что-то давали, раздавали. Может, хитрые люди специально приходили и у вас просили, а вы, добрая душа, думаете: ой, надо помочь, да, и давали. Просить могли что угодно, и вы давать могли что угодно. И даже, вот знаете, добрые советы тоже считаются, как вы отдаете. Вот показано, что вы удачу свою раздали, да. Еще показывает человека, который, буквально за счет вас, вот как выживает, либо живет за счет вас. Вы у этого человека как мама и папа, да, два в одном. А этот человек вам ничего взамен не дает. Проблему может устраивать вам. Ничего взамен не дает. Но только от вас берет, либо за ваш счет живет. Этот человек прям очень сильный вампир. Очень много тащит из вас. И этот человек, вот его вампиризм очень сильно влияет на ваше здоровье. На сонливость, либо бессонницу, на проблемы с желудком, на то, что ноги либо руки у вас крутят, выворачивают, боль в спине, мигрени, иммунитет, когда снижается, прям падает. Это все этот вампир делает. Научитесь никому ничего не давать, не раздавать. Делиться вы можете только лишь излишками. И возьмите за практику, когда Луна растет, никому ничего не давайте. Брать берите, но не давайте. Если кому-то хотите что-то дать, дождитесь момента полнолуния, и вот только лишь после полнолуния вы можете что-то другому человеку дать. Это прям для вас должно быть золотым правилом. А просители, они всегда будут вас преследовать, потому что вы энергетически очень сильный человек. Они прям, знаете, как причинным местом чувствуют вашу удачу, вашу силу, и к вам тянутся. Прям тянутся, да. Все вернется, все восстановится, но на это уйдет какое-то время. Я так думаю, что со следующего новолуния у вас уже ресурс вернется, удачу свою вы вернете. Если у вас есть возможность поставить оберег на свою удачу, поставьте обязательно. Но самое простое и эффективное, что вы можете сделать, это не раздавать то, что имеете. Еще раз говорю, это не обязательно про материальные вещи, да, это не про деньги, не про еду, не только про деньги, про еду, это и про советы, и про жалость свою, и про сочувствие. Не надо этого делать, не надо. Своим пользуйтесь для себя, максимум для своих детей. Для детей, даже не для мужа, не для жены, для детей. Но никак не для чужих людей. Запомните, у вас жизнь сразу от этого момента, как вы поймете, как это работает, начнет меняться. Вы это заметите, да? В течение 2 лунных циклов вы прям четко ощутите. Вот если я на растущую луну никому ничего не отдаю, не даю, не сочувствую, не советую, не подсказываю, то у меня и жизнь другая. У меня жизнь прям наполняется, чаша жизни наполняется и через край идет. Вот. А когда вы в момент растущей луны раздаете, так вы все раздаете, а человек потом еще и подтягивает энергетически. Люди даже сами могут не отдавать себе отчет в этом, но это происходит. Да? На энергетических уровнях это все происходит. Дальше. Вот тут к женщине обращаются хранители рода и буквально задают вам вопрос: когда? Вот вы что-то должны были делать, либо сделать, либо вы что-то пообещали своему роду, но вы не делаете. Вот спрашивают у вас, когда? Может быть, вы наследница рода, наследница силы, наследница дара. Может быть, вы когда-то просили свой род о чем-то, какой-то помощи и что-то пообещали, но вы это еще не сделали, вы к этому еще не приступили. И вот хранители интересуются, когда вы начнете, когда вы будете это делать. Это не укор, это не упрек, это просто такое вот родственное напоминание, да? Ты обещала, да? Не забудь, делай. Что-то вы пообещали. Дальше. Для женщины про мужчину показывают. Говорят, что он, конечно, не самый лучший мужчина в мире. И есть мужчины лучше, чем он. Но тот, кто
в вашем сердце, в вашей голове, либо в вашей жизни, он не просто так с вами рядом, либо в вашей жизни появился, затесался. Там есть ключ, и этот ключ пока вам недоступен. Отношения пока разорвать нельзя. Отношения должны существовать. Может, вы там ругаетесь сильно, и вы думаете, вот брошу его, да, пошлю его там к чертям, ко всем чертям. А хранители рода говорят, что нет, нет. Пока это невозможно. Даже при вашем желании не получится. Не просто так он в вашей жизни, он ваше то ли испытание, то ли ваша карма. Но ключ есть, вы это поймете, вы всю правду узнаете. Но опять же, ключ, он освобождает. Да? Ключом замки открывают, и люди освобождаются. Это в вашем будущем. Не нагоняйте, не сгущайте краски. Пока есть как есть, а дальше будет видно. Но знайте, что вам большое счастье в личной жизни обещано. У кого-то это счастье будет таким прям зрелым, поздним. Да? Позднее, конечно, звучит так грустно, да? А вот зрелое более-менее оптимально. Счастье будет. Обязательно будет. Так, еще вот для женщины показывают, она переживает, что у нее один ребенок. То ли один ребенок, то ли один внук. Больше, конечно, на ребенка похоже. Говорят, что вы пришли в этот мир не для того, чтобы детей плодить, а для того, чтобы какой-то вот великой целью, миссией заниматься. Ребенок ваш, он один, потому что так на роду было написано. И если у вас появится еще один ребенок, это может быть, да, что появится еще один ребенок, но вы тогда свою миссию не сможете исполнить, и вам будет очень тяжело, еще показано. То есть да, хочется детей, я вас прекрасно понимаю, потому что у меня тоже один. Но с другой стороны показано, что вам будет очень тяжело, и миссия все-таки превыше всего. Иначе, если вы не выполните свою миссию, круг еще раз повторится. Да? В следующем воплощении вы проживете точно такую же жизнь, похожую, по крайней мере, да? Пока не выполните свое предназначение. Вот. Так что не гоняйтесь вы за детьми. Тут не количество важно, а качество, понимаете? Вы можете завести ребенка, приложить к этому усилия. Да, будет второй ребенок, но будет очень тяжело. И вас просят как-то реалистично, что ли, посмотреть на картину, либо абстрагироваться, посмотреть. Вы же знаете, в чем ваше предназначение. А представьте, у вас вот малыш на руках. А как вы будете выполнять? Тяжело будет, очень тяжело. Каждому свое. Вот. Если приложите усилия, то ребенок будет. Дальше. Тут про взрослого ребенка показывают. Такое впечатление, что это либо взрослый сын, либо взрослая дочь, у которой есть либо муж, либо жена, да, либо парень, либо девушка. И вы прям видите, что человек максимально не подходит вашему ребенку. Вы видите душу этого партнера, да, душа черная, такая погрязшая в грехах. И вам говорят, чтобы вы туда не лезли, чтобы вы туда не вмешивались. Ваш ребенок не глупый. Все, что надо, то и увидит. А если вы туда полезете, то вас почему-то крайней сделают. Либо крайним, да, если вы мужчина смотрите. Для материнского сердца это очень больно наблюдать за тем, что ребенок в грязь залез, в болото. Да? Но с другой стороны, в ваших же интересах, в интересах вашего ребенка абстрагироваться, даже туда не смотреть, пусть они сами разбираются. И я вижу, что ваш ребенок все поймет. И тогда вы будете лучшая на свете мамочка, либо лучшая на свете папочка, либо мамочка и папочка вместе. Вот. А у ребенка будет счастье в жизни. У вашего ребенка 100% будет. А это, как знаете, неудачный опыт. Опыт, который нужно было пройти, нужно было пережить. Без этого опыта и счастья бы не пришло. Именно так показали. Дальше. Мужчина будет платить. Я так понимаю, что деньги. Опять же, ситуации разные. У кого-то, возможно, мужчина, который не выполняет свой долг, там, родительский долг, долг мужа, например. У кого-то мужчина, который вас на деньги кинул, обманул.
Может, работодатель, да, который использовал вас в своих интересах, а денег нет. Может, это еще что-то, какой-то мошенник. Показано, что мужчина будет платить. У мужчины, ну, он как будто бы, знаете, на пике какие-то накалывается. То есть его не оставят в покое, его найдут, и он будет платить. Либо оплатит, либо будет платить, там, за алименты, например, либо зарплату выплатит, либо задолженность выплатит. Он будет платить. Вот так вам говорят. Что-то будет его колоть. Либо закон, либо сами духи рода его разыщут и устроят ему сладкую жизнь. Но он будет платить. Не сейчас, но будет. Дальше. Что-то для вас кажется нереальным и невозможным, но вам это очень сильно желанно. Желанно, потому что вы сердцем чувствуете, что это желание может изменить вашу жизнь к лучшему. А невозможно, потому что вы в такой ситуации оказались, что вы ни на что не влияете. Даже если бы хотели, не могли повлиять. Ну, не смогли бы повлиять. Да, хоть сверх ногами станьте, все равно не повлияете. Не могу сказать, что за ситуация, но хранители рода говорят, что время должно пройти. Время. Через время то, что вы хотите, станет возможным. Ну, либо, в принципе, оно само к вам придет, в руки упадет. Да, вы и делать ничего не будете. Вы просто сейчас стрессуете, я вижу, что вы переживаете. Вам так обидно, что вы ничего не можете сделать, что ничего от вас не зависит. Но духи рода говорят, что через время невозможное станет реальным. Вот именно в таком ключе. Либо появится возможность для вас что-то предпринять и добиться, либо, в принципе, оно само случится и вам в руки упадет. И вас даже призывают не думать об этом, себя не расстраивать, не накручивать и ничего не делать. Потому что вы ни на что не влияете. Да, вы можете там деньги за что-то заплатить, а все равно ни на что не повлияете. Вы можете куда-то поехать, кому-то пойти, потратите время, испортите себе нервную систему, а все равно ничего не случится. Вот какое-то время должно пройти. Дальше. Хранители рода говорят, что вам нужно деньги собирать, копить, откладывать. Хотя бы по чуть-чуть, хотя бы, ну вот, знаете, как по копеечке. Это важно и важно для вашего будущего. Не могу сказать, вы все разные, для чего конкретно, но вот буквально вас призывают какие-то деньги вот придержать, отложить, переложить, в какое-то надежное место поместить. Да, вот собирай, деньги собирай. Не трать все подчистую. Может быть, даже, знаете, речь идет о каких-то моментах, когда вы создаете эту видимость, да, что вы деньги там в копилочку ложите, там копеечки ложите в копилочку. Понятно, что эти копеечки никакой роли не играют, но тем не менее вы для Вселенной показываете, что вы денежку собираете, копите на что-то. Вот такой момент. Дальше. На голой елке зеленые иголки начинают расти. Ну, елки обычно это про здоровье. Если дерево, оно и про семью может показать, и про родственников, то елки это всегда здоровье человека. На голых ветках елки начинают зеленые иголки расти. То есть восстанавливается, укрепляется, возвращается здоровье. Может быть, вы что-то делаете, как боретесь, да, с какой-то болячкой, либо с каким-то состоянием. А может быть, ремиссия, да, пошла ремиссия. Ну вот иголки растут, это хорошо. Когда елка будет полностью зеленая, вы будете себя прекрасно чувствовать. Но вы к этому идете. Елка у вас с правой стороны. Дальше. Показывают мужчину. Мужчина не свободен. У мужчины на женщину глаза горят. Но это не его женщина. Но женщина для него прям самая желанная в мире. У мужчины много страсти, но этот мужчина, он, знаете, как заложник материального, да? Он может свою страсть и на задний план отправить. Когда вопрос встанет о материальном, вот как будто бы все чувства могут рассосаться, да, исчезнуть.
Он может обещать вам там золотые замки, он может обещать вам и кольцо, и все, что хочешь. Но когда вопрос встанет о материальном, чувства перестанут на него влиять, да, главенствовать перестанут. Такой интересный, конечно, персонаж. Он вас не обманывает, он просто сам о себе этого не знает. Вот, чтобы вы в нем не разочаровались. Дальше, в самом центре хранители рода показывают ваше будущее. Смотрите, человек на очень длинных ногах, левой рукой за единичку держится, а в правой руке, смотрите, такая вот уточка у него, да, ну, либо гусь, ну, что-то такое вот интересное. Птичка, да, но птичка такая крупненькая, ну, гусь, скорее всего, да, утки, они чуть поменьше. Это ваше будущее. Все, что сейчас с вами происходит, приведет вас к тому, что вы будете единичку держать и эту уточку. Уточка – это деньги, это благополучие, это ресурсы. А единичка – быть первым, быть главным, стать лидером, добиться и получить какую-то вот лидирующую позицию. Вы сильный человек, вы не рождены для того, чтобы в тени другого ходить. Вы не рождены, чтобы за кем-то идти. Вы очень самобытны, очень талантливы и независимы. Вот если вы примете свою роль, да, свою судьбу, жизнь, ну, начнет меняться, да, и вы быстрее достигнете того, что вам, грубо говоря, на роду написано. Чем дольше вы будете этому сопротивляться, тем больше будет каких-то, знаете, таких витиеватых дорог, которые все равно вас будут вести именно к такой позиции. Да, бывают люди, которые вот рождаются, у них золотая ложечка во рту, которым ничего делать не надо, они там в богатой семье родились, либо там, может, выиграли деньги во что-то, либо наследство получили, вот сидят, палец о палец не бьют, вот все готовенькое. Вы нет, вы родились для того, чтобы бороться, побеждать, становиться победителем, лидером и своими руками вот эти ресурсы обретать. Дальше, вот здесь мне показывают пару счастливых людей, почему-то еще лошадь показали, комету, и как новые родственники. Может быть, вы через брак обретете много новых родственников, а может быть, у кого-то еще отыграется, что вот именно в этот год красной огненной лошади, вы наконец-таки встретите свою любовь, свою судьбу. Комета – это исполнение мечты, желания и очень яркое событие, которое влияет на всю судьбу и жизнь. Да, вот оно у вас впереди. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.